Мамбета Мамакевича. Дорогие коллеги и уважаемые гости, издревле говорили, мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. В нашей профессии планка намного выше. Чтобы соответствовать званию великого хирурга, он обязан, помимо 1000 успешных операций, построить клинику, в которой выздоровели десятки тысяч пациентов, создать школу, институционально содержащую в себе кафедру, хирургический центр, диссовет по хирургии и национальное общество хирургов. И в-третьих, оставить систему, работающую без него, стандарты, протоколы и, главное, культуру ответственности, где человечность не уступает мастерству. Это и есть измеримые формы наследия. В день 98-летия нашего учителя мы понимаем, память не как память, а как действие, улучшить здоровье протестантов. Память, она в сердце, наследие, оно в действиях. Так и продолжает говорить с нами учитель через наши дела. Спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, урматтуу кыргыз эл баатырлары, урматтуу Апас Жумагулович, урматтуу Акылбек Сөнбекович, урматтуу Виталий Мамытович, урматтуу академиктер, профессорлор, улуттук борбордун кызматкерлери жана жалпы республикадан келген хирургия профессиянын өкүлдөрү, сіздерге бардыңыздарга жалпы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан азыр эле эртең менен мен биздин төрагабыз Адылбек Алешевич Касымалиев дагы өзү да суранды. Бардыңыздарга өзүнүн саламын айтып, анан бүгүнкү чоң бир менен да өзүнүн куттуктоолорун дагы баардыгын мага тапшырды. Мен бул жерде сөзүмдү көп узатпайын. Биз хирургдардын орду албетте өзүбүздүн атабыз, ардагерибиз, академик аксакалыбыз Виталий Мамытович Мамакеевди мен азыр эле Акылбек Сөнбековичке айтып берип аттым. Сиздин тапшырмаңыз боюнча мен 3 жыл мурун ушул жерге келип, Виталий Мамытович эсиңиздеби? Ушул жерде көбүнчөбүздөр да ушул жерде күбө болчусуңар. Мен жума сайын эстейм ошол кишинин сөздөрүн. 1 саат, 1,5 саат бизге айтып берди эле го. Ушул кичинекей чагынан баштап окуганын, үйрөнгөнүн, өзү үйрөткөнүн, ошол мага аптан мындай бир чоң таасир калтырган. Ушунчалык албетте бул кишинин билесиздер, президентибиздин тапшырмасы боюнча кыргыз эл баатырларынын аллеясы түзүлүп, Акылбек Сөнбекович, сиз да ошо бизге шарт түзүп бердиңиз. Ошол киши атап этти, атайын ошол жерде кыргыз эл баатырларынын аллеясы деп Виталий Мамытовичтин бетте ошол жердеги биздин эң бөлөк ата бейитке орун алды. Анан бирок Виталий Мамытовичтин Мамбет Мамакеевичтин дагы, Виталий Мамытовичтин дагы ушул арабыздан тургандардын албетте булардын өмүрү это жизнь. Это жизнь. Орусча айтканда, мы сегодня и даже тогда мы не скорбим, мы празднуем жизнь. Дай Бог каждому из нас прожить хотя бы половину и получить такую славу и при жизни, спасти десятки тысяч жизней, заложить такой центр, воспитать столько учеников, оставить после себя такой след, как это Мамбет Мамакевич. Шондуктан это слава Мамбет Мамакевичу, его работу продолжают его ученики, национальный центр, носящий его имя. Анан буюрса,
акыбүрсө 5 бизде токтоп калган, билесиздер, улуттук госпитальда кичине ЧП болуп, а вот то, что автономию хотели дать, вот этот документ сейчас будет двигаться. В прошлый раз вы как-то пропускали, Канатбек Бетович, помните? Пусть национальный госпиталь начнет, Алар токтоп калды, это отодвинулось на 2 года. Но принципиальное решение оно уже принято. Министерство здравоохранения скоро будет вносить проект того постановления. Единственное, что мы, может быть, не автономию, может быть, по аналогии с нашими университетами, это особый статус, чтобы вот дать самостоятельность, полную кадровую, финансовую. И, конечно же, наши врачи должны все достойно жить, но особенно хирурги. Хирурги, они должны быть для начала сововыми миллионерами, а потом уже дальше такие. Ну, хирурги, они и есть, хирурги такие, это люди, которые просто спасают жизнь. Поэтому еще раз большим праздником и больших успехов всем нам. Спасибо. Легендарному премьер-министру Кыргызской республики Аббасу Жумагуловичу Жумагулову. Okuştular, akademikler. Gelecekte akademik olacağını yaşlar okumuştular. Birinciden yeni bir sendromundan çıkan geçirdiğimiz sonra geçirip olanca geçirip kaldı. Yarım saat mümkün olan kişi yarım saat bugün gelinde planlaştırmalı. Прекратили кое-что, тут тяжелее. Пробка, коррекцию. Geçir koymuşlar. Ikinciden ben kıyım bölümleri artır, Ahmet Mülkiye'sinin şunçalık yakın, şunçalık bölüşü şunçalık dost köpekleri gayet olur bak. Özü dost oluyor açılı. Yani okuruz. Adam birlikte. Bildiğince Osmanlı'da açılı oluyor. Şunçalık yakın, şunçalık kurtulanda, şunçalık şehrin en kısaca yakında bir stakan çay üstü bölüşü çıkarmış oldum. Nelerden anlattı zamanlaştı. Bunda kişiler bir yıl demez kılımlarda olsa gerek. Sebebi bilgi işte uşulan Türk dünyası bilgi, bilimge, kirurgiyemiz büyük medisine tarnağına özün vergen, uşu işke bütün mesulüyse, akırtı günlerinde şeyin uşu zannedan yaşadı etti, yorgun işke. Kansanın degen işi, razıçılıkına aytıp, bataveri, yorgun şeylerden biri, anlatın etimiz. Uşunduktan, men bir жағынан бүгінгі Ahmet Mülkiye'sinin günümünü varınızlarda çın жүрегімді құттықтап отырмын. Bu kişi çınында да бұл кісілердің орысша айтқанда один из величайших хирургов, величайших медиков, который посвятил свою жизнь без капли, все отдал народу, нам, военным. Тем, кто не является. Это свято. У медиков, я не медик, но я знаю, всегда это чувствую.
медики действительно живут, чтобы делать там. Это жизнь выдающегося человека был Лев Макеевич. Жизненный путь его очень сложный, очень интересный. О нем говорить, наверное, не следует мне, потому что очень хорошо знаете. Намного больше, может быть, даже знаете. Это совершенно определенно. Но вот то, что он человеком был, если этот человек настолько душу скрывал в каких-то обстоятельствах, очень близких, может быть, очень близким людям, товарищам, другом, то, наверное, можно было бы сказать. Я действительно в нем видел и брата, и очень близкого друга, человека, который никогда, ни при каких обстоятельствах в жизни нашей, особенно последние 15-20 лет, запятых не было. Настолько и встречи, которые бывали в самых разных обстоятельствах, в том числе и в домашней обстановке, он раскрывался искренне и рассказывал, о чем он думал. И вот суммируя это, всегда приходил к одной мысли. Он же нами, людьми. Как сделать так, чтобы нам не было больно, а это больно? Как помочь? Вот эта мысль, наверное, медикам, может быть, излишне со слова, вы очень понимаете, живете эти мысли, но я еще раз хотел через Льва Макеевича сказать вам об этом. Действительно, он жил ради нас. Он был нужен тогда, когда нам нужен был. Вот эти качества. Он всегда действительно бывал. 3 часа ночи, 2 часа ночи, жил не говорил. Он всегда отдавал себя. В любой обстановке. Я, говоря о нем, хотел бы еще одно слово. Его после человечности. Казалось бы, говорят, да, он был жесткий, да, он был требовательный, да, он делал все, чтобы отдать в этот период, или в момент, или в целом, постоянно, чтобы решить те проблемы, которые стояли перед наукой в области медицины, в частности, хирургии. Вот это помещение, которое мы сегодня проводим его встречу с ним, я помню, было капелля в Газипуте, как она строилась, какую силу, настойчивость он проявлял, чтобы развивать не только теоретическую часть медицины, о которой я ничего не могу сказать, это академия. А вот человеческая часть, надо было ему решить эти дела. Человек на этом примере все отдавал себе. Выходил этот вопрос на высочайший уровень республики, для того, чтобы завершить строительство этого хирургического центра республики, единственного, кстати, крупного хирургического центра нашей республики. Это его заслуга. Я что я хотел бы сказать? Здесь, если я ошибусь, наверное, совсем много медиков. Он отдал жизнь вам, в работе с вами, воспитывая. Он отдал все для того, чтобы мы с вами
понимаю. Те люди, которые занимались наукой, занимаются и хотят завтра академиками, таких людей он не воспитывает. Среди вас, среди коллектива, учащихся, талантов этого хирургического центра. И то, что вы сегодня все присутствуете, его ученики, и вы сегодня являетесь теми людьми, которые первыми, одни из первых проводим огромные мероприятия, которые правительство, проводим, заместители проводятся. Это намного останется первым. Огромное вам всем спасибо, что вы принимали участие в этой встрече. Огромное вам человеческое спасибо, что вы все сегодня, несмотря на занятость, несмотря на другие дела, присутствуете здесь с благодарностью этому человеку, благодарностью чисто человеческой, Мамбету Владимировичу. Я еще раз хотел бы сказать, что он составил память, которая, я хотел бы сказать, на столетие, я, может, не совсем правильно скажу, но действительно столетие, может, поколение с поколения в поколение, десятилетия будет продолжаться учеба, подготовка кадров вот в этом институте, в этом учебном заведении, в центре, вспоминая путь и дела нашего выдающегося человека, дагестанца Мамбета Владимировича Нурматуллина. Председателей правительства Кыргызской республики в истории Кыргызстана Анурбеку Ушенбековичу Жапарову. Не очень удобно, но приятно. Мекендештер, Мамбет Мамбетовичтің кесіптештері, достар. Біз бүгін чоғылып отырабыз, Еділ Жолдыбаевичтің айтқан сөзіне қосылатылым. Қырғызда жүзге шыққанда той үйреттіп қойып, ошо өзүбүздүн агайыбызды, өзүбүздүн атабызды эскерип чогулуп, агишин дагы бир жолу тирилтип дегенде мына Канат Мамбетовичтер жаныбызда жүрөт чогуу иштегендердин баары тең чогулуп ошо кишини эскерип атабыз. Я уверен, что он один из великих сынов нашей Кыргызской республики, оставил свой след. Как он работал, наверное, коллектив и его коллеги будут рассказывать очень долго, и это, наверное, правильно будет. Те 30 тысяч человек, которые были спасены благодаря его гениальному таланту, который дал ему Бог, его родители, его учителя и его коллектив. Если умножить хотя бы на 10-20 семей, это почти 3 миллиона человек будут благодарны перед Богом и перед своей совестью, и перед Его памятью, то, что они живут, и продолжается их человеческий род. Мы недавно только вернулись, несколько тут профессоров, мы были в Китае, в Сияне, на экономическом форуме, и между разговорами китайские профессора мне говорили о том, что существует не только две субстанции у человека, это само физическое тело и душа, но существует еще и дух бессмертный, который заставляет и эту душу, и это тело двигаться. Так вот, сегодняшних наших героев Кыргызстана, которых мы вспоминаем, Канат Мамбетовича и Виталий Павлович у нас здесь, и Топаз Молчис, их как раз таки и объединяет вот этот дух трудолюбия, дух служения своей профессии, своей родине, дух, который заставляет людей совершать подвиги. В силу своей работы я очень много сталкивался с людьми, которые сами просят себе награды или просят своих друзей к какому-то юбилею наградить их. Но вот эти люди, которые стали героями Кыргызстана, героями кыргызской
республики, героев нашего народа, они никогда этого не просили. Наоборот, они просили Бога, чтобы было не 24 часа, а было бы 48 часов. Тогда они успели бы сделать еще больше, еще много добрых дел, еще больше спасли бы жизни. И к этой категории, конечно же, относился и наш выдающийся сын кыргызского народа, Канат, отец Каната Мамбетовича, Мамбет Мамакеев. Я уверен, что его дух, он живет, он передается через своих его сыновей, детей, внуков, через его коллектив и нашей стране. Наша страна должна иметь тех людей, на которых должны равняться наши дети, сыновья. Мы сами в примере служения и своей профессии, и своей родине. Надеюсь, что те начинания, которые мы вместе с ним тоже об этом много говорили, мне посчастливилось узнать о нем первый раз с уст моих одноклассников. 7 человек у нас поступили в медицинский институт в 1981 году. И в 1983 году, когда мы встречались, они рассказали об удивительном человеке, лекторе, который им прочитал лекцию и взял стопку кальки и сказал, да, сколько нужно сделать надрезов, вот как хирург, вы скажите. Ну, кто-то сказал 9, кто-то 11. И он говорит, вот взял стопку, взял скальпель и сделал точный надрез, и они посчитали 9. Там кто-то сказал 11, он еще раз сделал надрез, и получилось 11. И мы тогда политехнически рядом, мы все время общались, работали тушью, знали, что такое калька. И мы тогда впервые этому удивились. Ну вот мы уже почти 40 лет дружим с Юсупом Балджигитовичем. Здесь, с его слов, мы знаем о его феноменальных способностях, о его оригинальных решениях, об его остротах, конечно. И обо всем другом, наверное, коллектив расскажет, а в силу специфики деятельности политика, будучи в парламенте и в правительстве неоднократно, я с ним сталкивался и довольно всегда ощущал его, так скажем, жесткие требования, жесткие слова. И недавно один из моих внуков говорит, почему так получается, говорит, что когда родители говорят обидно, а потом время проходит, 5-10 лет, или когда они поступают в вузы, думают, что это же было справедливо, надо было их слушаться. Так и мы с течением времени, молодые, тогда еще заведующие отделом, в начале 93-95 годов, с первым президентом Акаевым, будучи рядом с депутатом Мамакеевым, слышали его жесткие слова, оценки, нам все время было обидно. Вот он нас один раз обозвал Зеленоградом администрацию президента. Тут администрация, он говорит, вы еще Зеленограды зеленые, потом еще поучите нас, легендарный парламент, другим вещам. Ну и потом тоже несколько раз мы сталкивались, один раз он даже сказал, ну, джельмовздат. Что за джельмовоз? Мы там только привыкали к кыргызскому языку, думали, нас он обозвал. А он, кажется, любя такие вещи, всегда говорил. Я надеюсь, что вот такая память добрая, хорошая, светлая, она останется в наших сердцах, и мы сделаем те дела, которые мы вместе с ним не завершили. Один из них в силу разной специфики, Эдиль Розыбаевич, мы так и не смогли 1 октября объявить днем хирургов. Надеюсь, сейчас Абдулла Алешевич сможет это сделать, постановление принять, там был мораторий у нас. Но, думаю, мы этот день будем отмечать, и многие молодые хирурги, действующие хирурги с гордостью будут рассказывать об этом нашим студентам. Мы хотели с Индирой Розбаевной сделать самый лучший медицинский вуз Центральной Азии на первом этапе. Мамбет Араев, он всегда в этом плане поддерживал. Буквально 2 года назад хирургический центр спас, я могу сказать, это тоже сегодня уже нашего министра финансов Алмаз Кушпаковича, действующего. И мы тогда дали ему слово, что построим новый корпус, да, Ханан? Здесь хороший корпус хотели построить. Тогда он еще был живой, я что-то не увидел этого нового корпуса. Эдиль Розыбаевич, надо будет это напомнить. Я надеюсь, что у Садыра Нурбаджоевича и его команда получится. К 30-му году у нас должны появиться 30 самых лучших
европейского уровня, может быть, даже лучше клиник. Об этом мы очень долгое время говорим с Эдуардом Николаевичем. Уже финансовые источники определены, но, надеюсь, одним из первых мы построим и Национальный хирургический центр имени Мамакеева. Спасибо вам всем. Помнить этого выдающего человека, біздің ағайымыздың, аталыстың жатқан жері жайлы болсын, барыңыздар аман болыңыздар. Біз дағы ағайымызды, аталысты турап жүзге шығайлы, елден алқашын алайлы. Великому кыргызскому нейрохирургу, академику Металипу Мамытовичу Мамытову. Величайший как подводник. Величайший как подводник. Твои после моей шефины шахины. Мне не планировали слово. Я планировал. Ну, тогда самый лучший ректор в Кыргызстане Индира Оразбаевна. Спасибо огромное. Я вот, честно говоря, мне сказали, что я не буду выступать. Поэтому я произвольно сейчас скажу. Вы знаете, Мамбет Мамакеевич, вот сейчас, когда вы каждый вспоминал, говорил какие-то моменты и показывал фотографии, и когда вот последние дни были, помнишь, Андрей, я приходила, и я ему так вот виноград хотела вот дать ему в рот, он мне раз и прикусил руку. Я говорю, Мамбет Мамакеевич, он говорит, мои зубы свои, настоящие. Понимаете? Я обалдела, потому что человек в таком возрасте имеет свои собственные зубы. То есть этот человек, несмотря на возраст, который его забрал, он оставался всегда вот таким мужчиной, я скажу вам честно, потому что он всегда был активный в этом плане. И, честно говоря, может быть, за счет этого и он прожил столько лет. Это я вам даю рекомендации, от имени Мамбета Мамакеевича. Я думаю, он бы сейчас меня поддержал. И знаете, вот за все это время, почему я так тепло о нем говорю, он по-разному относился. Он и Шайка-Лейка нас называл одно время. А потом все равно у него какая-то любовь была ко мне, может быть, через моего папу. Они вместе учились, и он всегда говорил это кызым. Иногда кызым, иногда ругал. По-разному было. И вот эта теплота у меня осталась. И я сейчас себя сдерживаю, чтобы не заплакать, но я сейчас постараюсь быстро закончить, потому что все люди, которые воспоминаниями дают о папе, тоже Мамбет Мамакеевич. Для меня это очень тревожно, хорошо, и я, честно говоря, хочу вас всем сказать, будьте здоровы, у вас великая школа, Мамбет Мамакеевич, держите эту школу, храните ее, вам люди все помогают, а вы постарайтесь еще лучше. Он бы гордился вами, если вы сейчас вот обещали же новую клинику построить, о, как бы он радовался. И мы бы тоже радовались, потому что это база медакадемии. Всем спасибо огромное, что сегодняшний день я вот вас рада видеть, Аббас Джумагулович. Когда я вас вижу тоже, у меня приятно вот то, что на душе, когда те люди, которые близки очень к родителям, я всегда свято к этому отношусь. Я желаю всем вам добра, не болейте. Я ваше время крепко задержал. Спасибо. Видите, подкаблучники. Как всегда, джентльмен. Зато головной мозг поставил. Men bugün haftan sözünde büyük dengede sezilatan memleketini her daim deyike çağırıp жүрген başlangıçta ben deyikte körüp atanın осы gelecekte umuyorum. Bugünkü gün benim için uyup gün, benim için abdam salttığım gün, memleket benim için damttığım günde sebep degende 1 Oktyabr. Күніміз 1, айымыз 10. 10 оқыстарындағы 10 шығады, теск оқыстарындағы 10 шығады. Анам туылған жылы 1927-те бардың оқыстарыңыздағы 10 шығады. Ошон үшін мен айтқаным, сіздің күніңіз 10. Егер саныңыз болса 10, басқан жолыңыз будет 10.
Aldağınız baba çoğun. Kiyiminiz yakalı ton. Kalmağınız çoğun son diyor. Onun için benim için bu kişilerden büyük. Ben Malakayet'te qanday ekenini öz ko'zim bilan ko'rgan ko'rinishni sizlarga aytib berayin. Qanday odam men uchun. Akıldığının meyesi, seyliklerden iyisi, kirurglardan atası, Kudayımdan batası, tiygeninin kançası açılıptır baktısı, dayardalıp taktısı, iyilikten açkıcı, elimizden sıylığı, memleketten sıylığı, zamanının zalkarı, yaratkanın tulparı, adamzattın şumkarı. Yoluk kandı sürdü töt, yanındağın dürbü töt. Jabır katıp cüde töt. Aylasın anın tüge töt. Süygöndörün güldü töt. Dişi bütün, dili uzun, kırgıç közdü, tanımay sözdü, bulçunu çın, yüreği tın, aytkanı çın. Közü kurç, sözü murç. Balası biznesmen, özü ginnesmen. Yolboz yürek, aksam yürek. Tayanganı tayak, turganı ayak. Kağlanganı ömür, kaçırganı ölüm. Karmaganı kalpak, karaganı kalmak. Tilegi el, tiklegeni köl. Kesebi ulu, ögü sulu, engsegen aman turu. Irsaygandı jılmaytat, jılmaygandı küldüröt, küldürgöndü sүйüntöt, sүйüngöndü tüngültöt. Çılındı çekpeyt, jalkondu jekpeyt, jığılgandı teppeyt, жаңылықты издейт. Жақындарын біздейт, сіз дегенді сен дейт. Сырқауларды емдейт. Құдайымдың елшісі, жаратқандың демшісі, еліміздің еншісі, қылымдың теңшісі, қолдары құралду, тоғлары туманду, шұқыл қиялду, düşmanға зиянду. Нарындай дария, бақадай қария, айтқаны жария. Үйреткенге үндебейт. Ündegöndü sürdötet, sürdegöndü cüdetet, cüdegöndü büldetet. Aldın hiç kim tosalbayt, kayaşa aytkan söz ösalbayt, közdegöndü köp deniz, tiligeni tep deniz, jatkan jeri et deniz. Oh, ayttım öyle bir nokta. Ketip kaldım, akiretke atlanıp, kala berdik, gerek karakterden yaşadık. Жүрсе елің бәрімізді басқарып, елімізден ешерінше атқарып. Сен өстірдің өз балаңда хирургтарды, ал емне, ал дүниеде өсем деген хирург бар ғой. Көре албайсың, еме ағарып таң атқанды, оқытасың бұ түмелікке барақ ошақта жатқаны деп айтым еді. Мамед Пакетчте егер біз қаншалық урматтасақ, сыйласақ, ол кісінің қармағы бізді қолдап береді. Чоң рахмат. Июня 2024 года был создан общественный фонд имени академика Мамакеева, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции нашей страны. Фонд был создан с целью поддержки и развития науки, медицины и образования. Те сферы нашей жизни, которым посвятил свою жизнь Мамбет Мамакеевич. За этот сравнительно небольшой период времени фонд смог оказать поддержку в виде спонсорской помощи таким учреждениям, как Академия наук Кыргызской Республики, Институт физиологии и медицины, средняя школа имени Мамакеева в селе Келечек, а также общественному объединению оториноларингологов. Эти шаги – это только начало большой и важной работы по укреплению научного и образовательного потенциала нашей страны.
отдельно хочется отметить об одном из проектов фонда, это, значит, который был реализован в городе Екатеринбург, был создан живые слепки рук Мамбета Мамакеевича. Значит, скульптор, народный заслуженный художник Российской Федерации Дубровин. Значит, эти руки были созданы по эскизам народного художника Кыргызской Республики, лауреата премии имени Токтагула Садабека Аджиева. Вот поэтому мы сейчас хотим вам представить эту скульптуру, на которой есть такая надпись. Да, давай. Значит, это слепок. Волосит поднять я ее не могу. Да, она очень тяжелая. И здесь есть такая надпись. Значит, плохо видно. В хирургии нет конструкции совершеннее, чем руки хирурга, созданные Всевышним. Этому соответствуют руки академика Мамакеева. Лучше аппарата, чем живые руки этого хирурга, человечество еще не придумало. И вот такой вот фонд имени Мамакеева для нашего музея мы создали. Ну а теперь слово предоставляется директору Национального хирургического центра, член-корреспонденту Национальной академии наук, доктору меднаук Канату Мамбетовичу Мамакееву. Все, огромное спасибо вот гостям сегодняшнего дня, которые нашли личное время посетить с учетом наших пробок, да, не так легко добраться, поэтому всем огромная хотелось благодарность. Небольшой только экскурс сделаю. Папа был еще живой, когда мы это, ну не эскиз, мы прям с него живого с рук сняли, вот гипс был снят, потом мы все это скульптор, который делал на ипподроме «Прощай, Гульсарай» скульптуру, потом Турдакун Субалевича в Почкоре, Памфилова памятник, вот папин бюст здесь находил, это мастерка Дубровина, поэтому мы склепок сняли живьем, отправили, когда папа еще живой был. Но, к сожалению, он не успел увидеть, когда они пришли, я ему говорил, что мы обязательно твои руки в музее сделаем, они будут как память о тебе, поэтому здесь все линии судьбы, там, ногти, все это как вот в жизни есть, то есть живьем снято, поэтому мы хотели сегодня в музее поставить, когда вот будем чуть-чуть чествовать папина день рождения. Также хотел сказать вот, огромное благодарность сегодняшним гостям от имени коллектива и нашей семьи. Ну, для отца семья и коллектив это одно и то же было. Он прожил практически всю жизнь в больнице, поэтому у него никогда никаких секретов не было ни от коллектива, ни от семьи. То есть для него это как бы равнозначно было. Поэтому вам огромное спасибо, низкий поклон сегодняшним гостям. Вот, еще несколько моментов хотел вспомнить. Папа все время ругал, что на похороны не хожу кому-нибудь. А я, честно говоря, боялся потерять родителей, поэтому для меня пойти куда-то на похороны, как-то все напоминал, я как-то старался эти вещи избегать, да? И папа говорил, да, ворвайся, люди как, они как запоминают, кто пришел на похороны, кто был, кто не был, и как-то этому не придавал значения. Потом папа умер, и вот, Акылбек Усубевич, как глава правительства, во главе стоял Джаназар рядом со мной, да, это действительно эти вещи остаются, они врезаются в памяти, да. Принял на себя решение, когда вот создавали пантеон героев на комплексе Атайбит, поэтому, Акылбек Усубевич, вам большое спасибо. Эдин Жолдубаевич, мы вот день, когда папа умер, вместе с ним ездили на кладбище в Атайбит, место выбирали, приехал директор Атайбита, мы прям, не ходили место выбирали, поэтому он
сам за рулем, это был выходной день, поэтому, Идил Зубач, вам огромное спасибо, действительно, вот, нам много остается в нашей памяти, его благодарность. Владимирович, вам большое спасибо. Вот, на протяжении многих лет, когда еще вот, республика приобрела независимость, это еще была городская больница, вот была кафедра, и на базе этих двух баз Владимирович проезжал к папе, потом его постановлением, указом президента, мы создали Национальный хирургический центр, да, позже были диссоветы, все остальное, целая плеяда хирургов, докторов, кандидатов наук вышли с этого центра, тоже благодаря их дружбе, то, что он был с отцом, всегда поддерживал, вот, это тоже стало каким-то таким вкладом в медицину. Поэтому огромное спасибо всем гостям, что нашли время прийти. Приглашаем на устить друзей папы и спасибо большое. Наталья, вам спасибо.